Добрый вечер. Вы смотрите программу о цветущей сложности Северного Кавказа. Сегодня в фокусе внимания программы «Кавказская политика» следующие темы. Роснефть объявила тендер на подготовку проекта НПЗ в Чечне. История вопроса. Почему у «Газпрома» пропадает газ в распределительных сетях в Чечне и кто виноват в потерях? Развитие социальной сферы в Чеченской Республике. Образование. 1 декабря состоялась торжественная церемония награждения победителей Кавказской интернет-премии «Прометей-2013». ОАО «Роснефть» объявила запрос предложений на разработку проектной документации, проведение инженерных изысканий для строительства Грозненского нефтеперерабатывающего завода на территории Чеченской Республики мощностью 1 миллион тонн, говорится в материалах компании. Заявки принимаются с 25 ноября по 11 декабря. Они будут рассмотрены не позднее 16 января. Сроки выполнения работ – январь-декабрь 2014 года. Экспертиза проектной документации – первый квартал 2015 года. Начальная максимальная цена договора – 1 миллиард 850 миллионов рублей с учетом НДС. Авансирование не предусмотрено. Символическая закладка первого камня нефтеперерабатывающего завода состоялась еще летом 2011 года, и по договоренности с Роснефтью ожидалось, что завод начнет свою работу уже осенью этого года. Напомним историю этого вопроса. Еще в сентябре на пресс-конференции по итогам саммита G20 российский президент отвечал на вопрос представителей Чеченской Республики Зелимхана Ихиханова. Владимир Владимирович сказал, что данный проект надо конкретно рассматривать, смотреть экономику и поручит, соответственно, это Министерству промышленности, Роснефти. Впрочем, этот же вопрос обсуждался с руководством Роснефти и на форуме Сочи-2013. Сечин докладывал председателю правительства, я в этом зале присутствовал, докладывал, что строительство этих новых заводов, в том числе Грозненского нефтеперерабатывающего, у них в инвестиционной программе присутствует, что они будут это делать. Так, заверения продолжаются, а строительство пока не начато. Несколько лет назад Роснефть вдруг объявила о своем намерении построить завод по переработке нефти в степном районе Кабардино-Балкарии, неподалеку от города Терек. Тогда в интернет просочилась информация о достигнутой компанией соответствующей договоренности с руководством КБР. Уточнялось, что перерабатывать на возведенном объекте Роснефть планирует в основном чеченскую нефть, доставлять которую в Терек будут по железной дороге. Категорически против планов Роснефти таким способом вывести Грозный из числа участников нефтеперерабатывающего процесса выступил лидер республики Рамзан Кадыров. Аргументы чеченской стороны были услышаны в Кремле. Роснефти указали на необходимость в корне изменить намеченный ею курс на выдавливание чеченского потенциала из процесса добычи, переработки и распределения доходов от добываемой на ее территории нефти, чреватой огромными экономическими и политическими издержками. Закладка первого камня нефтеперерабатывающего завода состоялась летом 2011 года. Был осуществлен отвод земельного участка в заводском районе Грозного. Ожидалось, что мощность завода составит 1 миллион тонн нефти в год. При заводе было предусмотрено строительство ТЭЦ, которая должна была обеспечить бесперебойное снабжение завода электричеством на тот случай, если будут отключены внешние источники электроэнергии. Строительство НПЗ планировалось завершить к 1 октября 2013 года. Однако очень скоро все стихло и красиво огороженное место опустело. Ни техники, ни людей. На данный момент строительство объекта заморожено. Мешает, так сказать, коммерческие расчеты. Потому что Роснефть обязана заниматься, можно сказать, своей прибылью. Но у нас есть власть, которая знает, что нужны рабочие места. Есть люди, которые хотят работу и не имеют ее. И власть должна, в общем-то, себя показать. А сейчас вспомним, как в республике начиналась добыча нефти. Рубрика «Чеченские хроники». Первый фонтан нефти на грозненских нефтяных промыслах ударил в 1893 году. И именно с этого момента в Грозном и началась промышленная разработка нефти. В окрестностях Грозного быстро возник нефтяной район, который теперь называется Старыми промыслами. О грозненской нефти знали давно. Ею пользовались главным образом для смазки колес и лечения скота. Добыча тогда велась вручную, ведрами, всего из нескольких колодцев. Нефти потребовалось больше, когда в 1823 году в Моздоке крестьяне-братья Дубинины стали получать из нее керосин, а в 1865 году Шухов изобрел форсунку для распыления в топках паровоза.
Вот именно эти открытия и привели к бурному развитию Бакинского и Грозненского нефтяных районов. Компания «Газпром» начала борьбу за потребительскую дисциплину на Северном Кавказе. Первой в поле внимания газовиков оказалась Чеченская Республика, где, по данным «Газпрома», пропадает почти половина из 3 миллиардов кубометров газа, ежегодно поставляемых в регион. За эту новость ухватились различные кавказофобы и снова зазвучали лозунги «Хватит кормить Кавказ». И никто не говорит о том, что динамика газовых потерь в Чеченской Республике год от года неизменно снижается, а газовые сети в некоторых районах созданы местными жителями из подручных средств. «Газпром» сети почти не восстанавливает. Получается, компании выгоднее терять, чем вкладывать деньги в распределение газа в республике. Почти половина из 3 миллиардов кубометров газа, ежегодно поступающих в республику, пропадает в газораспределительных сетях и газовом оборудовании абонента. С поправкой на этот показатель уровень оплаты за поставки газа в Чечне по итогам 9 месяцев 2013 года составил лишь 47%, сообщил корпоративный журнал «Газпрома» в ноябре. И уже через несколько дней в ряде СМИ начались очередные вариации на тему «Хватит кормить Кавказ», на сей раз с газовым оттенком. В середине 90-х годов платежей за газ в Россию из Чечни не поступало вообще, при объемах порядка 2-3 миллиардов кубометров в год. В 2004 году Чечня впервые заплатила «Газпрому» за поставляемый газ. Где-то лет 15 население вообще не платило за газ, то есть не было ни договоров, ничего, просто-напросто газ потреблялся из трубы, как он сам по себе идет, ну и хорошо. А вот с 2004 года начата договорная кампания, уже договора стали заключать, счета выставлять. И вот с этого времени, в принципе, начинается отсчет платежей за газ в Чеченской Республике. Газораспределение в Чеченской Республике во времена СССР велось строго по проектной документации, а вот уже с начала 90-х годов газификация развивалась стихийно. Существенная часть коммуникаций в республике за последние 10 лет была проложена без участия специалистов «Газпрома», что привело к серьезным нарушениям технических норм. Также на территории региона распространена практика использования кустарного домашнего оборудования, что также приводит к излишнему расходу топлива. Было такое понятие ВРУ, только в Чеченской Республике это было, ВРУ, временно редуцирующее устройство, которое там порядка 10-15 лет вот эту трубу кидали просто-напросто, без всякой разводки, без ПСД и так далее. Это частные средства, обычно собрано, население сбрасывало деньги. И вот таким образом у нас газифицирована половина населенных пунктов Чеченской Республики. Есть такое понятие шланговое соединение только у нас в республике, а в других республиках, кстати, не ставят. То есть газификация просто на шлангах. К трубе цепляется. Нет газопровода вообще в селе, оно 100% газифицировано. 47% потерь газа в распределительных сетях республики – это цифра очень серьезная. Однако, если мы посмотрим на динамику потерь с 2004 года, то увидим, что рекорд по разбалансу зафиксирован в 2006 году и составил 69%. В последующем цифра потерь неизменно уменьшалась, и в нынешнем году зафиксирован самый низкий показатель. Говорят, у «Газпрома» есть и дополнительный повод для недовольства Чечней, поскольку в последние годы холдинг якобы вложил в газификацию республики очень серьезные средства. В 2007-2010 годах, по данным программы газификации Чеченской Республики, было построено более 900 километров газопроводов. Однако представитель компании «Газпром Межрегионгаз» опроверг эту информацию. На самом деле не построено «Газпромом» здесь такой объем. Здесь построен 81 километр, ровно 81 километр, а газораспределительные сети больше 8 тысяч километров, можете себе представить, это 1%. Это восстановили старый кольцевой газопровод, его заменили новым кольцевым газопроводом. Вот единственное вложение в газопровод. Система образования является направлением деятельности государства, формирующим духовно-нравственные и интеллектуальные аспекты экономической и социальной жизни общества. Традиционно система образования делится на дошкольное, среднее, начальное профессиональное, среднее профессиональное и высшее профессиональное образование. Дошкольное и среднее образование нацелены на развитие личности и формирование базовых знаний, необходимых человеку для обеспечения его социализации в современных условиях. Профессиональное образование – начальное, среднее и высшее должно обеспечить получение человеком фундаментальных и специализированных знаний, способных дать ему возможность влиться в экономическую жизнь общества и обеспечить себя необходимыми доходами для обеспечения требуемого уровня жизни. При этом данный вид образования должен быть ориентирован на объективные потребности в экономике.
что облегчит людям поиск работы и обеспечит экономику необходимым количеством специалистов требуемой квалификации. В системе дошкольного образования по состоянию на 1 сентября 2013 года функционирует 187 учреждений, почти на 22 тысячи мест, в которых насчитывается свыше 30 тысяч детей. Показатели Чеченской Республики по численности детей на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях на 20% выше общероссийского и на 17% превосходит показатель по Северокавказскому федеральному округу. Система школьного образования и внешкольного в том числе, конечно, должна быть нацелена на то, чтобы формировать у детей такие фундаментальные понятия, которые способствуют именно единообразию общества. В сфере среднего образования в республике функционирует 447 общеобразовательных школ, реализующих государственную образовательную программу, где учатся почти 220 тысяч детей, а также 107 учреждений дополнительного образования, которые предоставляют дополнительные образовательные услуги, способствующие развитию индивидуальных способностей ребенка. Школа должна воспитывать детей, то, что, допустим, дети собираются большими группами в одном помещении, вынуждены друг другу взаимодействовать, подчиняться каким-то правилам, допустим, нормам поведения. Все-таки это элемент воспитания сам по себе уже. То есть дети понимают, что жить в системе значит подчиняться правилам. Средняя наполняемость классов по республике на 15% выше общероссийского, что, учитывая относительно небольшой период развития системы образования республики, является приемлемым показателем. Важной проблемой Чеченской Республики это является отсутствие педагогов, имеющих больше стажа работы, опыт работы. И, может быть, даже стоило бы по таким важным фундаментальным предметам, которые даются в школах, это математика, может быть, где-то физика, привлекать даже, может быть, хороших педагогов с других субъектов, которые могли бы, соответственно, дать там хороший импульс. Потому что все-таки, если мы говорим о долгосрочной перспективе развития Чеченской Республики, если мы сегодняшних школьников качественно не выучим, мы через 10-15 лет не получим высококвалифицированных специалистов. Укомплектованность педагогическим персоналом также на удовлетворительном уровне, так как дефицит педагогических кадров составляет меньше 1%. Именно школа формирует базовые знания, которые обеспечивают уже подрастающей молодежи возможность профориентации. Когда человек закончил школу, получил качественное образование, ему легче сориентироваться уже, он будет или врачом, или экономистом, или металлургом. То есть, не имея качественного школьного образования, он может быть только, скажем так, разнорабочим или каким-то заниматься деятельностью, которая не требует каких-то специальных знаний. В сфере начального и среднего профессионального образования в Чеченской Республике функционирует 22 учреждения. В них обучается свыше 21 тысячи студентов. По численности обучающихся в образовательных учреждениях начального профессионального образования на 100 тысяч человек население показатель республики лишь на 4% отстает от российского, а по среднеспециальному образованию примерно на треть. На данном этапе, в частности, среднее специальное образование, оно передано на уровень субъектов. До некоторого времени оно было в федеральном подчинении, и все наши училища были тоже, то есть централизованно финансировались с федерального бюджета. Это перераспределение произошло не случайно, так как общемировая практика склонна к тому, что именно вузы или учебные заведения, которые формируют квалифицированных специалистов, должны быть ориентированы на региональные рынки. В Чеченской Республике в настоящее время функционирует 4 высших учебных заведения. 3 из них осуществляют профильную подготовку специалистов по общеэкономическим специальностям, и одно специализируется на подготовке работников духовно-просветительского профиля. 1 декабря в Пятигорске состоялась торжественная церемония награждения победителей Кавказской интернет-премии «Прометей-2013». Премия существует уже 3 года, и по заявлению организаторов «Прометей» – это просвещение людей извне о Кавказе, формирование благоприятного имиджа и улучшение информационного фона. «Прометей» является единственным окружным конкурсом среди сайтов и блогов Северного Кавказа, аналог премии Рунета. В этом году от Чеченской Республики было представлено рекордное количество заявок – около 90. Как и предполагалось, церемония прошла на фоне очевидного и грандиозного успеха чеченских СМИ и интернет-сообщества. 6 первых мест, 7 вторых, 4 третьих и 2 специальные премии. Об основных задачах премии на торжественной части рассказал главный редактор портала «Кавказская политика» Максим Шевченко. Она является очень серьезным и содержательным ответом тем силам, которые хотели бы развалить нашу страну, которые хотели бы противопоставить народы друг другу,
которые хотели бы стравить народы и религии, которые реализуют свои темные задачи, спекулируя на этническом многообразии, которое Всевышний даровал нашей стране. Вы смотрели программу «Кавказская политика». Всего доброго.